Здравствуйте. Мы начинаем уфимский разворот на волнах «Эхо Москвы» в Уфе. Руслан Сегодня Валиев. у микрофона, да, Елена Черкова также. Никита Полянин за звукорежиссерским пультом поет песни, но вы, к сожалению, этого не слышите. +7 927 304 1051 номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Пишите нам смс-ки, пожалуйста, не забывайте подписываться. Трансляции на Ютубе, на Фейсбуке мы запустили, нас там можно видеть. Проанонсируем сразу нашего чудесного утреннего гостя? Конечно. Максим Курников у нас сегодня в гостях, поэтому вопросы свои можете ему уже начинать присылать. Обязательно кто-нибудь спросите у него, когда он запустит «Говорим по-башкирски» на московской сетке, потому что что это такое? Татарский есть, а башкирского нет. Ну и, наверное, объясним, да, тем, кто, может быть, еще не в курсе. Максим приехал к нам в Уфу не просто так. У нас сегодня очередные, уже 5-е дилетантские чтения. Максим Курников, Евгений Ройзман, политик, бывший мэр Екатеринбурга, проведут лекцию, точнее, чтение это правильно называть, не лекция все-таки, да, посвященную Александру Македонскому. «Кумир или супостат» называется тема мероприятия. Начало в 19:00 по адресу Гоголя, 72 в гостинице Уралтау, это бывшая Атолла, как обычно, да, то есть место не изменилось. Билеты, которые до сегодняшнего дня были доступны на сайте кассы.ру, там уже не продаются, но еще буквально несколько мест остается, поэтому те, кто захотят, соответственно, прийти, их могут купить в офлайне, то есть прийти на месте, да? Прямо у нас? Да. Да, прямо у нас. Вот. Но, наверное, это делать лучше в первой половине дня, или как? Нет, наверное, в первой половине дня будет неудобно, уже ближе к мероприятию. Ну, просто может чуть-чуть пораньше прийти и сказать, что вы хотите, и вот мы пришли. Да. И все будет. Поэтому, еще раз, да, дилетантские чтения сегодня в 19:00, гостиница Атолла, точнее, сейчас это Уралтау, Гоголя, 72. А сегодня в нашей программе, как всегда, будет обзор прессы. Сегодня мы почитаем сайты, почитаем также газеты, мы поголосуем, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера эфир был с экономистом Всеволодом Спиваком. Ну и, как уже сказали, во второй части в гостях у нас Максим Курников. А сейчас почитаем прессу. Начнешь с газеты или я начну с «Коммерсанта»? Давай начну тогда с аргументов и фактов. Аргументы и факты, свежий номер вчера к нам пришел. И здесь я бы выделил буквально совсем немного, что важно сказать. Значит, по поводу, оказывается, дачной истории со всеми этими садовыми товариществами и так далее, есть интересный нюанс. С 1 января все дачи, которые у нас есть, делятся на две категории некоммерческих товариществ. Это садоводческие, так называемые, и огороднические товарищества. И людям не всегда понятно, к какой категории их конкретная дача относится. Вот в первой категории, в садоводческих, можно регистрироваться, то есть использовать это как полноценное жилье. А в огороднических товариществах нельзя ничего делать, более того, даже строить капитальные строения нельзя, только временные какие-то Так, а как сарайчики. понять, какой из них у меня? Вот, здесь предлагается, значит, обратиться, кому лень идти в Росреестр, нужно прийти, есть опасения, здесь даже не закончена мысль получается. Ну, видимо, как-то надо разобраться. Вот. А другой материал, который также важен, учиться на 5. В этом году школы Башкирии перейдут на пятидневку. Это продолжение истории с переходом на 5 дней. Аргументы, факты собрали мнение педагогов. Что говорят? Педагоги в основном не против перехода на пятидневку. Более того, они считают, что это не ударит по качеству образования, однако они вот здесь буквально в нескольких местах предлагают уйти от предметов, которые, на их взгляд, не являются важными. Например, основы духовно-нравственной культуры народов России. Без скреп хотят оставить детей. Основы религиозных культур и светской этики. Ой, какой а также кошмар. от второго иностранного языка. Ну да, действительно, зачем он нам нужен? Вот. При этом, оказывается, у нас сейчас по нормативам в старших классах 7 уроков в день — это вполне нормальная практика. Кстати, в наше время 6 уроков это было максимум. Я не помню. По-моему, у нас было по 7 уроков. Вот. И, соответственно, 8 и 9 это уже за гранью, пишут педагоги, поэтому, в общем, придется что-то сокращать. А основные может, предметы не исчезнут. не знаю, отказаться от каких-нибудь там музыки, ИЗО? Ну, это Нет? как общее такое развитие, как же без них. Физкультура, например. Бессмысленный предмет, значит, когда физрук заставляет по Вопрос, канату конечно, лазить. дискуссионный. Ну и кинотеатр «Победа». Жители, значит, жалуются, говорят, что у них историческое здание на улице Первомайской, в общем, здесь нельзя поспорить, да, и жалко его отдавать под спортивную школу, где будут дети изучать разные виды борьбы. Однако администрация приводит свои доводы в том, что если здание не спасать хоть каким-то образом, оно может прийти в упадок. Ну, конечно, поэтому мы разрушить. сделаем там опять очередной центр для борцов. Ты заметил, кстати, какая у нас новая тенденция пошла, да? В школах обязательная борьба, кинотеатр «Победа» под центр для борьбы отдают. Ага, возникает вопрос,
к чему мы готовимся, да, какого рода специалистов, Ну, какого рода людей просто готовим. тут что-то у нас как-то странно все это получается. Вот, ну и об этом, о многом С другой другом стороны, читайте в если у нас «Аргументах». Владимир Владимирович-то тоже... Ну, вообще он пример свой подавать начал еще в 2000-м, многие тогда о дзюдо говорили. Потом более-менее затихло, и вот опять. Ну все, сейчас пойдем. Коммерсант. Подозреваемый в теракте в Осло, выходец из Башкирии, признан невменяемым. 20-летний выходец из республики, который 19 января напал с ножом в центре Осло на посетительницу супермаркета, был признан экспертизой невменяемым. Об этом сообщает на самом деле ТАСС со ссылкой на информацию адвоката россиянина, опубликованную норвежским изданием Неттависон. Надеюсь, правильно прочитала. В ходе судебно-психиатрического обследования эксперты пришли к выводу, что в момент совершения преступления он мог быть в состоянии, соответствующем психозу. Это означает, что он не мог нести ответственность за совершение преступлений вот этих. Однако обвиняемому еще предстоит пройти в кавычках полноценную экспертизу, об этом вот защитник говорит. И коммерсант напоминает, что 30 января молодой человек был принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу, там за ним наблюдали психиатр и психолог, и вот 15 февраля уже в эту пятницу по этому делу пройдет очередное заседание суда. Ну и я напомню, что когда его задерживали, он говорил, что готовит теракты в Норвегии и других странах, но потом от этих своих слов отказался, заявив, что он был как турист в Норвегию приехал, и что у него просто было такое состояние. И на самом деле никаких терактов он известно, не откуда он собирался. конкретно, в каком возрасте вообще какие-то подробности? Они 20 есть? лет ему, Ага, но молодой вот, совсем. слушай, по поводу города я что-то не помню. Я Ну, вот тоже не помню. говорили только, что он выходец из Из Башкирии. Башкирии, да, как-то особо географическую привязку не давали. Ну вот, продолжая тему здоровья, в Уфе в ходе диспансеризации выявили только 14% практически здоровых людей. Об этом пишет медиакорсеть, и информация соответствующая прозвучала на оперативном совещании в администрации города вчера. Значит, 14% это мы сказали. Всего, значит, в 2018 году было обследовано 200, почти 15 тысяч человек. Кстати, довольно много, учитывая население, да, миллионное. Значит, в группу с факторами риска развития заболеваний вошли 32 почти процента людей. В третью группу, так называемую А, люди, которые имеют хронические неинфекционные заболевания, вошли 47% Не пишут, практически что людей. чаще всего выявляли какие заболевания? Так, значит, здесь у нас нет, конкретно заболеваний нет, хотя вот 14%. таблица есть, кстати говоря, нет, здесь не в процентах, но в штуках. Болезни системы кровообращения, в общем, лидируют, как это и традиционно бывает. Как Вот. говорил мой папа, военный врач, нет здоровых людей, есть недообследованные. Ну, в Так общем, что вот нельзя эти не согласиться. 14% просто плохо обследовали. Из детского сада в Сибае, который находится в поселке Золото, я напомню, это поселок, в котором чаще всего фиксируют максимально допустимые превышение, точнее, максимально допустимых показателей по содержанию диоксида серы. Из детского сада 48 детей переводят в другой детский сад, но он также находится в Сибае. Мгм. Ну вот, логика, конечно, очень интересная. Об этом пишет медиакорсеть со ссылкой на Шамиля Валеева, члена регионального штаба ОНФ Башкирии. Шамиль Валеев вчера, кстати, выкладывал видео у себя в Фейсбуке, как раз из этого детского садика в поселке Золото. Там детки сидели за этими маленькими столиками. Большой Шамиль говорил, что вот они пока сейчас завтракают или обедают, вот их будут переводить. 48 детей детского сада Алтынай вместе с воспитателями и другими сотрудниками дошкольного учреждения переведены уже в детский садик «Теремок» в центре города. Такое распоряжение дал работающий на месте заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ренат Баширов после общения с родителями малышей. При подтоплении карьеры может быть паровой выброс веществ, который может вызвать повышение концентрации диоксида серы. Таким образом, дети немного подальше от этого карьера. Я так поняла, он прям рядом с этим карьером находится садик. Вот подальше от карьера их перевезли. Но тут поясняет медиакорсеть, что дети не будут круглосуточно находиться в теремке. Было бы странно, это же детский сад. Планируется, что ночевать они будут дома, как обычно, а переедут в другой садик вместе с нянечками своими и воспитателями. Ну, странно это все. Ой, вот я Ну, то есть это же все равно в Сибае, там же везде превышение, там же везде пахнет этой серой. наверняка Сибай не такой большой город по площади, он, кстати, довольно компактный, даже Вот если весь вот карту Сибай можно посмотреть. уместить в этом карьере, если постараться там.
при желании, да. Соцсети читал, как бы некоторые люди пишут, что буквально до вчерашнего дня не сильно даже переживали, но есть запах и есть. И вдруг начались у некоторых симптомы. То есть кто-то начал даже, извините, кашлять с выделениями крови. Ты знаешь, я когда разговаривала в начале этой недели с Диной Демидовой, общественницей, которая как раз была одной из инициаторов собирания подписей обращения к Владимиру Путину, она говорила, что как раз ехали они по дороге рядом с этим карьером и попали в облако, вот это вот выделяющееся оттуда, да, и она говорит, что действительно очень сильно начала резать в глазах, в горле, она закашлялась, и ужасно неприятное состояние было, но вот Диана Демидова, простите, да, она помощник депутата КПРФ от КПРФ Лии Хафизовой, и она сказала мне, что были попытки давления на депутата после того, как вот это обращение к Владимиру Путину появилось, но, к сожалению, сама депутат не смогла этого подтвердить, сказала, что ничего такого не было. Ну, я просто думаю, что не стала она реальную историю, да, рассказывать, но, тем не менее, история такова. Диана Демидова говорила, что они планируют отвезти лично это обращение к Владимиру Путину в Москву, дать его в приемную президента, а также в следком российский уже и в Минэкологии федеральная. Ой, ну, конечно, эта история неизвестно еще чем закончится, так или иначе будем за ней следить. Ну и продолжение темы здоровья. На EDL реалиях еще одна статистика о том, что за 19 лет в Башкирии заболевших ВИЧ в возрасте 31-40 лет выросло более чем на 20%. Значит, и вообще за прошлый год у нас прирост заболеваемости ВИЧ почти на 2%, 1,78%. Причем больше всего заболевших в категории 31-40 лет, это целых 44%. Значит, и доля именно в этом возрасте растет. Но, что отрадно, доля заболевших в более раннем возрасте с 23 до 30 лет, наоборот, снижается с 69% в 2000 году до 20,5% в 2018 году. Но в целом, конечно, то, что эта статистика увеличивается, ну, в наше время, в 21 веке, конечно, это... Ну, слушай, в наше время, в 21 веке, все еще есть люди, которые считают, что ВИЧ — это вообще происки Запада, и на самом деле ВИЧ не существует, и эти ВИЧ-диссиденты, которые там всячески пытаются рассказать, что нам это просто навязывают. Вот. Ну да, что это сказки. Ну что, заканчивать да, будем кстати, обзор время прессы? обзора прессы у нас подходит к концу, и сейчас у нас по плану, как обычно, фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера с Еленой Черковой в гостях программы «Персонально ваш» был экономист Всеволод Спивак, и предлагаем вам фрагмент программы, где наш гость рассуждает на тему попытки, скажем так, да, или варианта решения проблемы дольщиков. Правительство нашло способ, как решить проблему одного конкретного долгостроя. Речь идет про жилой комплекс «Серебряный ручей». План такой. Правительство выкупает за счет бюджетных средств бизнес-центр. Бизнес-центр выкупает у его владельца, да, которому принадлежит строительная компания, которая строит этот жилой комплекс. Таким образом, застройщик получает деньги на завершение долгостроя. Вот такая схема. Она вообще насколько рабочеспособна? В Рио, по-моему, назвал это высшей математикой, да? Бизнес? Да, или еще что-то так. да. Очень замечательная он еще вещь. говорил, конечно, что к бизнесу нужно как к священной корове относиться. И там, если не ошибаюсь, дом предпринимателей собираются. В этом бизнес-центре, да. Коворкинги, Там да. отдадут То есть, его единственное, что подъехать-то ни о чем нельзя, да? То есть, предприниматели и все их работники должны на автомобилях быть, да? То есть, вы представляете, коворк, это я начинаю бизнес, да, у меня 10, 15, 20 тысяч могу платить своим там друзьям и так далее, так далее. На самокате будут ездить. Да, ну как они до тут доедут, это вопрос, конечно. А чем сложнее схема, может прозрачно. То есть, если есть актив, его можно продать. Актив стоит ровно столько, сколько ты его можешь продать, по большому счету. Если они не могут или не хотят его сейчас продать по рыночной цене, значит, они рассчитывают от бюджета получить некий бонус. Вот эта дельта между рыночной ценой и неким бонусом пойдет на достройку, я так понимаю, от этого комплекса, да? Вот как-то все запутали, у меня такое ощущение, что не совсем это корректно. Если вы хотите помочь, ну давайте определите сумму и помогите. А у нас как помогают? Они помочь прямо не могут, либо не хотят, потому что... А почему они не могут помочь прямо? Зачем вот нужна вот эта вот промежуточная среда? А давайте по-другому. Вот кто-то покупает квартиру на вторичном рынке, он заплатил, пришел, да? Так. Есть дольщики. То есть, что такое долевик? Это, по большому счету, инвестор. Он должен это понимать. То есть, он покупает недострой, он берет на себя риски. Кто-то платит там, на 10% дороже, на 15%, покупает готовые. А кто-то говорит, не, ребят, я думаю, что я рискну. Но когда этот риск срабатывает, почему-то мы все должны платить. Многие скажут, нет, ребят, а почему я должен платить, если я... Ну, по сути, мы и так заплатим. Просто из бюджета купят бизнес-центр. Правильно, поэтому надо показать какую-то схему, когда деньги туда попадут, но при этом нельзя будет... Кручу-верчу, запутать хочу. Да. Вот как-то так, я думаю. Забавная история, когда дают, говорят, ребят, давайте вы закончите там долгострой, мы дадим землю. А давайте мы продадим землю и поймем, сколько это стоит. Потому что вы даете землю, а за сколько вы даете? Оценку земли сделать. Оценка, знаете, она может варьироваться там, в 4-5 раз различаться.
просто продать участок земли, вложить деньги сюда. Но так тоже не пойдет для них. Им надо как-то схему запутать, чтобы вот это не было так очевидно. Вот. И второй вопрос, за сколько они его купят? Еще у меня один вопрос. Если у человека нет денег на достройку, если у него, в принципе, нет денег, обычно он идет в банк, получает, закладывает здание, получает кредит. Неужто у него вот это все здание стоит не заложено нигде? Может быть, это так. Может, он снял залог. Значит, у него были деньги, значит, покупать не обязательно, можно было сразу пойти и вложить. А если здание заложено, то есть получается так, что деньги туда придут, часть уйдет в банк, и на какую-то оставшуюся дельту будут достраивать это. То есть эта схема не очень-то и выглядит блестяще, судя по Надо знать параметры, но я люблю, когда четко понятно. То есть проблема с решением есть деньги. Когда вы начинаете через какие-то активы, там, передачу земельных участков, покупку чего-то, вы просто все это запутываете, и в результате становится нечестно. Вот смотрите, допустим, я посмотрел, спасали ФЖС, купили на Закива Лиди офисный центр, да, у ФЖС. Цена покупки, я посчитал, стоила там в районе Полезной площади 73-74 тысячи рублей. В то время как в Уфе в центре уже коммерческие объекты, офисный центр, многоэтажный, торговый центр, их не всегда за 30-40 тысяч продаж. С арендаторами или там уже... За квадратный метр. Да, обжитые и так далее, и так далее. А здесь необжитый офис-центр продает по цене практически в 2 раза дороже. Покупку единственного поставщика. Это зачем? Ладно, вы ФЖС спасли, но вы помимо ФЖС еще и частных инвесторов спасли. Это выглядит так, исходя из тех цифр, которые я читаю в газетах. Если вдруг в газетах там не все сказано об условиях или о цифрах, может быть ситуация совсем другая. Но если ты просто видишь площадь, цифру и знаешь, сколько это стоит на рынке, то это очень как-то не совсем рациональный путь спасения. Если такая же схема будет здесь, это будет странно. Были ли в вашей практике какие-то подобные механизмы? Вы встречали вот что-то похожее? Если говорить о республике, мы видим, как спасали ФЖС, выкупая... примерно такой же механизм. Да. То есть просто-напросто заплатили в 2 раза дороже за недвижимость. То есть фактически запутали схему и спасли. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Напомню, что в гостях у нас вчера был экономист Всеволод Спивак. Этот эфир вы можете посмотреть, послушать еще раз на нашем сайте hmskaufa.ru в разделе «Программы», а также на нашем канале на YouTube и в группе в Фейсбуке. Там вы можете найти не только этот эфир, но и все остальные. Мы тему сейчас менять, наверное, не станем. Не будем, да, потому что, в общем, хотели бы эту тему развить, потому что, вот у нас, по крайней мере, внутри редакции этот вопрос так или иначе живое обсуждение вызывал, и вот решили мы и у вас, дорогие друзья, тоже на эту тему спросить. Ради Хабиров, да, прежде всего, он предложил эту идею о том, что вот есть у застройщика бизнес-центр, вроде как он особо и спросом не пользуется. Я вот, если честно, тоже наблюдая за этим бизнес-центром, не видел, чтобы там было много арендаторов как-то, чтобы туда кто-то приглашал на встречи. Так или иначе, в Рио главы региона предложил выкупить этот бизнес-центр у застройщика для того, чтобы у того появились деньги для завершения строительства жилого комплекса «Серебряный ручей» в Деме, да. То есть получается так, что в свое время застройщик собрал деньги с дольщиков, по каким-то причинам объект закончить не смог, но у него по счастливой случайности оказался еще один объект в центре города на проспекте Салавата Юлаева, который, оказывается, можно за неплохие деньги продать государству за бюджетные деньги, чтобы, соответственно, получить за уже проданные квартиры деньги еще раз и решить проблему обманутых дольщиков. Это один из таких способов. С одной стороны, казалось бы, все вроде нормально, да? Правительство региона получит дополнительное здание, где можно разместить дополнительные мощности, какие-то, я не знаю, учреждения и так далее. С другой стороны, возникает вопрос, а справедливо ли это? Вот на ваш взгляд, дорогие друзья, если вы считаете, что такой вариант решения проблемы обманутых дольщиков нормальный, вполне себе уместный, вот главное, что проблема решится, да, дольщики перестанут быть обманутыми, они получат свое жилье, то есть все в принципе нормально, голосуйте по номеру 262-72-47. Если вы считаете, что это противоречит здравому смыслу, застройщик уже получил деньги от дольщиков и теперь получит, по сути дела, их еще раз, но уже от всех жителей, да, которые через бюджет это все оплатят, то есть вам эта идея не нравится, 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. 262-72-47. Вы считаете, что вариант с покупкой государством бизнес-центра для решения проблемы обманутых дольщиков — это вполне себе нормальное решение. Более того, Соломоново решение, да? То есть, в общем-то, и вашим, и нашим все будут довольны. Бизнес-центр заполнится, дольщики получат квартиры, все будут счастливы и рады. И то, что там есть какие-то мелкие шероховатости в плане законодательства, ничего страшного, всякое бывает, это жизнь. Нет, все ужасно, нельзя таким образом нарушать законы, даже если все там будет подведено с точки зрения юридической так, что не подкопаешься, все равно это вам не кажется правомерным. 262-72-48. Слушай, утверждение о том, что бизнес-центр заполнится, мне кажется, очень-очень необоснованно. Во-первых, вспомни локацию этого бизнес-центра. Туда на чем ехать?
туда ни на чем не доедешь. Если у тебя есть своя машина, то тебе повезло. И то, если ты едешь, например, там, с той же Демы, Тебе придется то тебе сделать... придется сделать огромный круг, чтобы как-то вот туда добраться. Это, во-первых. Во-вторых, то, что Ради Хабиров анонсировал, что этот бизнес-центр будут передавать предпринимателям, которые смогут там открыть свои какие-то коворкинги, там что-то, ну, серьезно, да? Ой, ну, Ну, ведь... не знаю. Это как-то очень странно. Серьезно, я просто достаточно долго проработала вот именно в сфере недвижимости. Очень много в свое время побывала на всяких этих долгостроях. В первый раз я слышу, вот, чтобы вот так вот решали проблему. Чтобы выкупали какой-то бизнес-центр непонятно где находящийся, и вот эти деньги куда-то направляли, передавали. А, во-первых, хватит ли этих денег? Вспоминаю рекламу пару лет назад, да и довольно долго она шла у этого бизнес-центра. Они себя позиционировали как бизнес-центр класса А, то есть с очень хорошим качеством исполнения, Да отделки, нет, тут удобством. как бы никто не спорит, что он действительно может быть внутри очень крутой и классный, но просто проблема в том, что у него ужасная локация. Ну, как мне кажется, да, человеку, у которого нет автомобиля, например, я с трудом бы туда буду добираться. Это только такси. Ну, Я так представляешь, понимаю, там редакция туда переедет. пешком дойти туда просто нереально, да. Ну, либо это надо полчаса закладывать дополнительно. Здесь я согласен, конечно. Но проблему дольщиков тоже решать надо. Ну, в конце концов, ну, не сидеть же там, я не знаю, спустя рукава. Ну, просто я, честно говоря, не уверена, что вот таким образом можно что-то решить. И вот эта вилка, которая остается в итоге у застройщика денежная, да, вот эта вот дельта, которая остается от прибыли, которую можно потратить на застройку, хватит ее или не хватит ее, на сколько домов ее хватит. Смотри, хотя бы не напрямую финансируют. Ведь у нас как бывает, государство приходит, говорит, ой, как Да, все по плохо, сути, это то же нате самое денег. прямое финансирование, только вот через здесь, вот такую вот но замысловатую получают штуку. бизнес-центр, то есть какой-то объект недвижимости, который можно как-то использовать. Ну, хоть что-то. Камон, слушай, ну ты же работал достаточно долго в сфере финансов, ты же понимаешь, что просто, ну это... У нас два варианта для голосования, поэтому за каждый мы должны аргументы привести. 262-72-47, вам идея выкупа бизнес-центра нравится для того, чтобы решить проблему застройщиков. 262-72-48, нет, на ваш взгляд, эта идея не очень хорошая, может, более того, она даже плохая. Ну что, Лен, давай тогда нажмем стоп давай и подведем итоги. Сейчас голоса окончательно допадают. 86% считают, что это не очень хорошая идея, 14% согласны с тем, что вот хоть как-то надо дольщикам-то помогать. Мы сейчас уйдем на новости, после них вернемся с Максимом Курниковым. +7 927 304 10 51. Присылайте ему свои вопросы. Семь 7:30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. Александр Друзь ответил на обвинение главреда программы «Кто хочет стать миллионером» Ильи Бера. Накануне Бер обвинил Друзя в том, что тот пытался его подкупить перед участием в игре с целью помочь выиграть 3 миллиона рублей. В интервью РБК магистр игры «Что, где, когда» заявил, что все было с точностью наоборот, и это Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги. Друзь утверждает, что решил посмотреть, насколько далеко это может пойти этот человек, и поэтому подыграл ему. США и ЕС до конца марта согласуют новые санкции против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. О подготовке новых санкций также сообщает Sky News. Поводом для новых ограничений стал конфликт в Керченском проливе в конце ноября прошлого года. Суд в Москве арестовал на месяц аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Его обвиняют по статье о хулиганстве. Следствие утверждает, что Мифтахов в январе прошлого года участвовал в нападении на офис «Единой России» в Ховрине. Аспирант своей вины не признал. Ключевое доказательство участия Мифтахова в тех событиях – это показания засекреченного свидетеля, который год спустя сообщил в полицию, что был очевидцем нападения. Между тем, в России составлен первый административный протокол о привлечении несовершеннолетних к несогласованным акциям протеста. Об этом нам сообщил глава юридической службы апологии протеста Алексей Глухов. В Калининграде сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении в отношении одного из участников пикета, прошедшего 7 февраля этого года. В
протоколе было указано о том, что он, будучи совершеннолетним, вовлек в участие в массовом мероприятии 2 несовершеннолетних. Речь идет о 2 девушках. Кроме этого, на него был составлен также протокол по части 2 статьи 20.2 за проведение несанкционированного пикета. Рассмотрение этого дела планируется сегодня в Центральном районном суде Калининграда в 11 часов. Москва заняла 1 место по автомобильным пробкам по версии международной компании «Инрикс». Столичный водитель в прошлом году провел в заторах в среднем 210 часов. Об этом говорится в ежегодном докладе компании, которая проанализировала дорожное движение в 220 городах мира. Впервые собирались данные не только об автомобильных пробках, но и о скорости движения в часы пик и на протяжении всего дня. Как передает ТАСС, в Центре организации дорожного движения правительства Москвы уже поставили под сомнение выводы Инрикс. В Москве сейчас около 0, днем 0+2, мокрый снег. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Владимир Цыбенко, финансовый эксперт инвестиционного холдинга «Финам». В Уфе с открытым семинаром «Секрет успешных инвестиций». Инсайдерская информация о том, во что лучше вкладывать в 2019 году. 28 февраля. Запишитесь. 216 11 22. ООО «Финам РБ». 18+. Ездите вокруг дома и ищете, где припарковаться? Устали откапывать машину от снега? Хватит мучиться! Есть решение! В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280-10. 280-10. Застройщик КСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Потребительский кооператив «Семейная копилка» – легкая и приятная возможность пополнить ваш бюджет. Программа накопительная. 18% годовых сроком на 9 месяцев. Подробности по телефону 347 287 1247. Проспект Октября, 117. Минимальная вносимая сумма от 15 000 рублей. Максимальная – 1,5 миллиона рублей. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке 1% годовых. Все услуги предоставляются только членам ПК. Членство повлечет дополнительные расходы. Паевой взнос 100 рублей. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Членский взнос 20 рублей в месяц. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор». 2 900 900. 13 февраля в 19 часов в гостинице «Уралтау» на Гоголя 72 пройдут 5-е дилетантские чтения в Уфе с политиком Евгением Ройзманом и заместителем главного редактора «Эхо Москвы» Максимом Курниковым. Тема чтений – Александр Македонский, кумир или супостат. Приобретение билетов на сайте кассы.ру или в кассах города. Подробности по телефону 299 02 99. Количество билетов ограничено. Информационный партнер profu.ru 12+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В Уфе в здании автоцентра «Корея Авто» произошел пожар повышенной категории сложности. Здание на Индустриальном шоссе загорелось вчера в 5 часу вечера. По данным республиканского МЧС, погибших и пострадавших нет. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров. С пламенем боролись 72 сотрудника МЧС республики и 20 единиц техники. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. Как сообщает ТАСС, персонал автоцентра смог вывести на улицу все автомобили, кроме одного, который был поврежден огнем. Причины возгорания пока не уточняются. Житель Башкирии, который напал на женщину в Осло, признан невменяемым. 30 января мужчина был принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу, где за ним наблюдали психиатр и психолог. Экспертиза показала, что россиянин не может нести ответственность за совершенное преступление ввиду своей невменяемости. Однако, как сообщил ТАСС адвокат обвиняемого, мужчине еще предстоит пройти полноценную экспертизу. Напомню, в середине
середине января 20-летний мужчина, вооруженный ножом, набросился на посетительницу магазина. Он ударил ее в спину, когда та расплачивалась на кассе за продукты. Полиция задержала злоумышленника. На допросе он утверждал, что собирался совершить теракт и убить больше людей, но позже отказался от этих показаний, заявив, что прибыл в Норвегию как турист. Бывший глава отдела ГИБДД Уфы осужден за продажу красивых номеров. Виновным в преступлении мужчина был признан еще в ноябре прошлого года. Как было установлено следствием и судом, летом 2017 года мужчина поставил на регистрацию автомобиль своей знакомой, присвоив ему госномер 777, а взамен потребовал взятку в сумме 25 тысяч рублей, сообщает Следком. Девушка обещала отдать деньги позже, а вскоре при получении взятки экс-глава был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Республике Башкортостан. По результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен из органов внутренних дел, однако свою вину в совершенном преступлении не признал и после оглашения приговора подал апелляцию. Верховный суд Башкирии, рассмотрев доводы стороны защиты, счел их несостоятельными и вынес определение об оставлении приговора районного суда без изменения. Теперь бывший полицейский приговорен к 2 годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 50 тысяч рублей. 2 уфимки попали в больницу после прохождения квеста в реальности. Девушки пришли на квест-игру по мотивам ужастика. Через 10 минут после начала из темноты на них выпрыгнул актер, игравший маньяка. Испугавшись, девушки попятились назад, споткнулись и упали. Как сообщает Уфа-1, одна из них отделалась ушибами и царапинами, второй повезло меньше. Она головой ударилась о торчащий угол стены и рассекла лоб. Пострадавшую доставили на скорой в 22-ю городскую больницу. Врачи наложили девушке 4 шва. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе ясно, слабый ветер без осадков. Температура воздуха от -8 до -16 градусов. Сейчас за окнами 16 градусов мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем «Уфимский разворот». Руслан Валиев, Елена Черкова, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. И не только мы. Сегодня у нас в гостях Максим Курников, заместитель главного редактора «Эхо Москвы» в Уфе. И, насколько я понимаю, мы в таком составе собрались за этим столом впервые. Привет. Соображаем на троих. Доброе утро, Максим. Ну, все-таки, наверное, не в Уфе, но окей. Сразу «Эхо Москвы», да. Перейти к теме. Просто по привычке. По привычке тебя. Сегодня дилетантские чтения. У нас 19 часов. Скажи несколько слов о том, почему вот стоит людям прийти, тем, кто еще не успел билеты купить. А насколько я понял, там уже немного. Совсем чуть-чуть. Окей, ну, я думаю, что, в принципе, мы эти чтения проводим во многом для того, чтобы наши сотрудники «Эхо», наши гости, которые так или иначе с историей связаны, рассказывали, приезжали, встречались, потому что одно дело смотреть там на YouTube, слушать по радио, другое дело все-таки личный какой-то контакт. Во-вторых, так уж получилось, что у нас обычно люди очень интересные, им есть что рассказать, и не только по той теме, по которой мы привыкли их слушать по радио. Более того, большая часть людей, которые у нас работают и которые приходят к нам в гости, это люди либо с историческим, либо с каким-нибудь близким к историческому образованием и, соответственно, увлекающиеся этими темами. Поэтому исторический журнал «Дилетант» делает такие вот визиты, и пока мы их посвящаем именно исторической тематике. Я такую приоткрою, что называется, тайну. Дело в том, что мы планируем в будущем, не могу пока сказать точно, когда, делать еще и эховские чтения. Ну, то есть визиты наших же ведущих
но ведущих, там, редакторов и так далее, но не на исторические темы, а может быть какие-то дискуссионные прямо вот сейчас, возможно, парами, если это разные мнения. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, но это все в будущем, пока мы остановились именно на этом формате. И я просто скажу, что ведь и до этого наши ведущие ездили в разные регионы. Уфа в этом смысле, ну, там, до прошлого, позапрошлого года не так часто была избалована такими визитами, сейчас почаще. Но вот именно формат дилетантских чтений показал себя как самый интересный, самый эффективный и самый, что называется, ну, гарантированно наполненный полезным контентом. И в прошлый раз, когда мы были с Орехом здесь, я могу честно сказать, даже если меня в Оренбурге услышат, хотя там было замечательно тоже, и зал был больше. То есть в Оренбурге зал был больше, и людей пришло гораздо больше, чем здесь, раза в 2. Честно говоря, мы срочно меняли зал, потому что ажиотаж был такой, что ого-го. Но в итоге вот вопросы, которые задавали здесь пришедшие навстречу, были такими крутыми, вот прям по-настоящему крутые, можно сказать, журналистские вопросы. Антон Орех, с которым вот мы были, он говорит, что был по-хорошему просто шокирован теми вопросами, которые задавались именно здесь. Поэтому я надеюсь, что и сегодня Евгению Ройзману, сегодня же уже вечер, да, сегодня Евгению Ройзману будут заданы интересные, хорошие вопросы. Да. Ну что ж, мероприятие вечером, 7 часов, а сейчас давай перейдем к нашей повестке. Хотелось бы вот что спросить. В октябре, по-моему, 17 числа ты записал и выложил видео, посвященное Радию Хабирову, и это видео на Ютубе набрало больше 110 тысяч просмотров. Ты там рассказываешь о том, кто такой Радий Хабиров, знаете, и так далее. Это на самом деле совершенно случайно получилось. Дело в том, что просто наш редактор социальных сетей Алексей Соломин, он для того, чтобы разные форматы были. Потом из этого появилась программа «Дай Дудя» на Ютьюбе. Да, вот понятно, то есть должен быть какой-то контент, которого не было в эфире, и который сотрудники «Эхо» будут записывать. Ютубовский. И вот у него, что называется, стоит разнарядка, стоит график, а ничего нет. И я шел после эфира, и он говорит, так, я тебя сейчас запишу. А так как я тогда сравнительно недавно работал, не знал, что можно говорить «нет» другому заместителю главного редактора, я говорю, слушай, ну о чем я могу тебе сказать? Вот, серьезно, в коридоре прям. Он говорит, вот о чем только вот можешь. А в тот момент только ушел Хамитов, только пришел Хабиров, и я подумал, ну, наверное, это то, о чем, скорее всего, не знает большая часть аудитории канала YouTube «Эхо Москвы», и то, о чем я вот прямо сейчас, там, сравнительно без подготовки, за 5-10 минут, освежив в памяти какие-то вещи, смогу рассказать. Так и сделали, в общем, я там что-то себе накидал на листочек и сказал. И постарался это сделать так, чтобы люди, которые никогда не были в Башкортостане и никогда не следили за тем, кто такой Хамитов, кто такой Хабиров, кто такой Рахимов, может быть, только слышали в новостях иногда эти фамилии, особенно там Рахимова, наверное, да, чтобы они это поняли. Почему я там не вдаюсь в какие-то детали и так далее, потому что потом мне писали, говорят, ну ты же знаешь, что на самом деле там сложнее все вот в этом вопросе. Я говорю, конечно, знаю, но в 5-минутном видео, в той задаче, которая передо мной, да, была поставлена Лешей Соломиным, по-другому было нельзя. То есть надо было вот упаковать все максимально плотно. Иногда где-то жертвуя там, разъяснениями по смыслу, да. И неожиданно абсолютно для меня, это действительно видео начало очень сильно набирать, и там набрало больше 100 тысяч. Это значит, что, наверное, тема региональной политики интереснее зрителю YouTube, по крайней мере, да, а может быть и радиослушателю, хотя мы тут не можем говорить, у нас нет никаких цифр. Гораздо интереснее эта тема, чем нам кажется, чем мы привыкли думать. Давайте так, да? То есть тема региональной повестки гораздо интереснее, чем мы привыкли думать. Потому что обычно есть ощущение, что типа, ну вот люди живут, например, в Уфе, им неинтересно, что происходит там, в Челябинске или в Кургане. Им наплевать, может быть, так и есть. Да? Но вот эта тема, связанная со сменой руководителя Башкортостана, оказалось интересно довольно много. Я, к сожалению, не могу сказать по регионам России, по-моему, YouTube там такую статистику не дает, а может быть дает. Но я спрашивал у Леши Соломина, откуда смотрели. Ну, в основном это, конечно, Россия, но из-за рубежа тоже довольно много смотрели. И это, видимо, люди, которые жили когда-то в Уфе. И, знаете, традиционно есть страны, где очень много людей, которые уехали из наших российских городов. Германия, например, да? Там всегда много наших бывших. И вот они стараются не выпадать из этой повестки.
аналитики, они стараются все читать, смотреть там, и все такое. Ну, вот так. Слушай, а были какие-то фидбэки после этого видео? Писали? Кто что писал? Ну, какие-то люди, конечно, ну, вот я говорил, писали, что там, типа, можно было бы подробнее разобрать, но не такая задача была. Это было как раз для тех, кто вообще не интересовался до этого башкирской политикой. А потом вот вы мне присылали какой-то телеграм-канал местный, там, значит, сказал, что я якобы там заношу какую-то информацию по тому, что происходит в Башкортостане, там, Венедиктову или кому-то. К сожалению, это не так, дорогие друзья, потому что, прямо скажем, все-таки есть такое представление, по крайней мере, о радио, что региональная повестка неинтересна. И, соответственно, любое там предложение по региональному чему-нибудь, оно обычно так воспринимается, ну, давай подумаем, кто это будет, ну, никому это не интересно. То есть мало как. А вот какие-то публикации, которые появились, там, например, появляются в телеграм-каналах, я, например, есть у меня такая привычка, оставшиеся 1,5 года назад, вот я взял такое правило, я не читаю никакие анонимные телеграм-каналы и не репощу никакие анонимные телеграм-каналы. Это вот я для себя... у нас разный взгляд на эту тему со многими в редакции, потому что считается, что надо хотя бы читать, чтобы понимать и уметь отделять, что там правда, что неправда. Я вот над собой такие эксперименты пока не провожу, я вообще никакие. Вот для меня это принцип. Если он анонимный, я просто не воспринимаю информацию, тем более не буду там куда-то репостить или куда-то форсить его. Если я знаю, кто это ведет, допустим, он анонимный, но я знаю, кто это ведет, и я понимаю, как говорится, с кого спросить, это другое дело, да? Но если это анонимно, я никогда. Раз уж мы про Радия Хабирова-то заговорили, мы вот у всех спрашивали практически весь январь про 100 дней и за вот этот период его работы. Как тебе вот сейчас видятся эти 100 дней работы Радия Хабирова? Ну, конечно, надо стараться здесь находиться, хотя я читаю то, что вы выпускаете, но ты все равно следишь за повесткой, другие сайты выпускают, и то, что блогеры пишут. Стараюсь не выпадать ни из уфимской, ни из оренбургской повестки, ни вообще из региональной. Мне ближе всего определение Дмитрия Михайличенко. Мы с ним и так, в общем, во многом совпадали, когда я здесь работал, да, во взгляд. В чем-то не совпадали, в чем-то совпадали. Но мне кажется, он, в общем, несмотря на молодость, очень иногда дает такие четкие определения, с которыми хоть стой, хоть падай, да, ну, что ты сделаешь, если вот это так? Вот мне кажется, его формулировка о том, что медовый месяц закончился, и начинается бытовуха, ну, я своими словами перекладываю, он умными словами говорит, а я вот простыми, на своем уровне. Мне кажется, это самое точное определение того, что происходит. Все, медовый месяц заканчивается или закончился, и началась бытовуха, началась жизнь. И как там у Маяковского лодка любви разбилась о быт, вот у него есть время дотянуть эту лодку до выборов. После выборов то, что она разобьется, это понятно. Он никогда не будет новым Рахимовым. Ну, то есть нового Рахимова больше не будет никогда. Это важно понимать. Каждый следующий уже не будет первым. И, соответственно, ему не будет столько прощаться, сколько прощалось первым. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть новым Рахимовым он уже не будет. А он будет в лучшем случае, самим собой. В худшем случае он будет восприниматься как ухудшенная версия Хамитова. Потому что, как ни крути, но он не выбран людьми. Даже если его люди и выбрали бы сами, он по факту выбран Москвой, а не людьми. И это будет накладывать свою печать на его взаимоотношения и с местными элитами, и с народом, с глубинным, по Суркову. Да? В общем, вот это важно понимать. Если бы были бы выборы настоящие, и он бы на них победил, ему было бы проще работать, на самом деле, намного проще. И это не его, не в смысле он такой плохой, а он в таких условиях находится. И каким бы он ни был хорошим, средним, плохим, он поставлен в эти условия и согласился играть по этим правилам. Вот как раз про условия хотел уточнить. А если условия все-таки изменятся, да, условно ситуация в целом в стране глобально изменится в обозримом будущем? Я не вижу этого пока. Ну, то есть, мы же можем сколько угодно говорить, а если инопланетянин... Ну, да, понятно. Я не возьму. Если он пойдет... Давайте, хорошо. Предположим, что вдруг так получилось, что все перевернулось снова, как, я не знаю, там, в 87-88 году, и вот впереди новый 90-й, 91-й, и будут выборы. Ну что, пойдет на выборы, и, наверное, у него неплохие шансы, то есть пока. Но его все больше будут воспринимать, конечно, как человека, который поставлен Москвой, и мы видим это уже по истории Сибая.
Ну что, он ставит перед Москвой какие-то условия, я не знаю, перед федеральным центром какие-то условия, чтобы там пришли те, все, не знаю, перед компанией. Нет, мы видим, что люди справедливый свой гнев не могут выразить. И это зависит, мы понимаем, от него. Если не согласовывают акции, кому подчиняется глава района? Кому подчиняется глава города, в смысле, да? Ну ему же. Мы же понимаем, от кого идет команда глушить все протестные акции. Ну, в принципе, это было и понятно по его словам, да, когда он общался с местными жителями. Он себя не ведет как их представитель. Он их ведет как их надзиратель. Как представитель Кремля как раз-таки он себя ведет. Он ведет, себя ведет не как представитель людей этих в Сибае, а как их надзиратель. Как их начальник, а не как их выбранный представитель. И еще раз скажу, может быть, он по ночам лежит и думает, боже мой, вот были бы выборы настоящие, я знал бы, что народ за мной, я бы, вот так бы поставил. Может быть так, мы же не знаем, я с ним не знаком лично, к сожалению, да? Но вот в тех обстоятельствах, которые есть, к сожалению, сама система так выстроена, что по-другому вряд ли будет. Давайте номер для смс-ок напомним еще раз. +7 927 304 10 51. Я, честно говоря, думала, сейчас разорвется наша машина, но ни одной, Максим. Слушай, вот мы говорили про региональную повестку, которая так или иначе все-таки, как выясняется, больше интересует там жителей других регионов, столичных, столиц непосредственно. Вот ситуация вокруг Сибая, да, которую мы затронули, она как-то интересует, она как-то цепляет, и за ней следят уже? По поводу ситуации вокруг Сибая следующая история. Я просто очень хорошо помню этот момент, когда я читаю новости, которые в том числе от вас приходят, и понимаю, что история все хуже, и что она все больше усугубляется, и вижу, что в федеральных средствах массовой информации нет вообще ничего. Я понимаю, что не так. И я понимаю, что я-то их читаю, понимаю, что такое Сибай, где это находится, что это не город там с 1000 человек, да, а что это несколько десятков тысяч человек. Я понимаю, что это, в общем-то, довольно густонаселенный район, потому что там не только Сибай рядом, да, там довольно много вокруг более мелких населенных пунктов, там Баймак недалеко. Ну, то есть это какое-то место, которое не глухое, какое-то заброшенное, там, пустынное и все такое. А люди, которые никогда там не были, которые не живут в Башкирии обычно, они не себе, мало ли где на краю земли может быть что-то такое происходить. И это не упрек нам всем, наверное, это просто констатация факта. А журналисты, которые об этом рассказывали здесь, в местных, в башкортостанских медиа, они не думали о том, как это будет воспринимать, как это будет читать человек, который никогда здесь не был. Ему не давали картинку, а почему это так опасно? А что там случилось? Да? Не было вот этой общей картины. Ну, я в этом смысле просто пошел к нашему начальнику информационной службы Владимиру Варфоломееву, ему объяснил, в чем дело. Он вытаращил глаза и сказал: ого, давайте делать. Ну, вот Лена Черкова сделала репортаж. И вот после этого, когда это появилось, может быть, параллельно, а может быть, после нас, я не знаю, я просто не засекал, сразу же пошли репортажи в других федеральных медиа, и тогда уже и поехали сюда журналисты, своими глазами посмотрели, и «Новая газета», и кучу еще всех, и «Дождь», я видел, включение дел, и прочее. И сразу проблема, в общем, стала понятной людям, которые живут в других городах. Потому что это же на самом деле очень легко представить. Да? Вот ты живешь в городе и не можешь дышать, и твои дети не могут там спокойно учиться и прочее. И эта ситуация легко перекладывается. Поэтому, конечно, о Сибае говорят довольно много. И сейчас, когда ты встречаешься с кем-нибудь в Москве, там, естественно, из журналистского цеха, я не говорю о людях. То есть, когда говоришь слово Сибай, никто говорит: а что такое, а почему? То есть все уже все знают, все понимают, что происходит, и у всех на слуху. Но тут уже не только в России эта тема стала интересной. Конечно, да. На днях разговаривал как раз с польскими коллегами тоже. Помнишь, мы с тобой, когда в эфире сидели в предыдущий раз, спрашивали у наших слушателей, насколько, на их взгляд, власти могут эту ситуацию контролировать. Сейчас что-нибудь меняется? А что значит могут контролировать? Могут контролировать тушение пожара, могут контролировать отношение этой компании к экологии, или могут контролировать то, чтобы не возникали митинги. Да, во-первых, насколько они вообще могут успокоить население того же города, да, потому что вчера, когда я готовила вечерние новости, была очень забавная новость, конечно, но она грустная, но забавная. Руководство УГОК очень благодарила власть региона за помощь.
Нет, ну все понятно. А может быть, действительно власть региона помогает тушить. Мы же не знаем всего этого процесса технологического. Может быть, им нужна какая-то там что-то нужно, что власть действительно все обеспечила и так далее. Я уверен, что власти, конечно, не враги сами себе, они что-то делают. И с этим глупо было бы спорить. А вот по поводу контроля ситуации в смысле митингов и так далее, что такое, может ли власть успокоить? Успокоить же можно по-разному. Ну, вот плачет какой-то ребенок. Да, давайте представим, что не ваш ребенок, а какой-то чужой ребенок, потому что явно для, по крайней мере, руководства предприятия такое ощущение, что люди, которые там живут, это чужой ребенок. И дети, которые там болеют, это чужие дети для них, не их дети. Да? Мы почему-то вот догадываемся, что, скорее всего, у собственников этого предприятия дети учатся где-то далеко от себя. Ну вот как-то так сложилось в России. Не то чтобы они такие злонамеренные. Есть такая в России традиция. Если ты добываешь что-нибудь здесь, там, в районе Соты, да, то деньги твои зарегистрированы где-нибудь на Кипре там. Ну, так сложилось. Не то чтобы, опять же, да. Если ты зарабатываешь достаточное количество, то дети твои учатся за рубежом. Традиция такая в России. Ну, да, вот скрепа, да, вот правильно. Скрепа так. Ну, так получилось. И в этом смысле сибайцы и сибайские дети, вот, они для них чужие дети. И вот чужой ребенок при вас начинает орать. И вас это дико раздражает. Мальчик, иди вот отсюда. Вы что-то вот делаете, а он орет и орет. Я не знаю, в самолете бывает. Вот в самолете бывает, начинает орать. Вам и самому страшно, какая-нибудь яма, там, турбулентность и все такое. А он еще орет. Что делать? Вот как его успокоить, как ты говоришь? Есть несколько способов. Попросить мальчика. Мальчик, успокойся. А он не слышит в этот момент. Его задевает какая-то там история, может, он просто испугался или что-нибудь, он орет и кричит: мы сейчас все умрем, мы сейчас разобьемся на этом самолете и все такое. Вот как быть? Тогда в ход идут уже угрозы. Мальчик, я тебя сейчас тресну, если ты не перестанешь орать, да? Мальчик, а потом уже, может быть, и трескать начинают, да, чтобы он успокоился, там, по щекам и все такое. Иногда даже врачи это делают. Ну, то есть успокоить население можно по-разному. Но мы понимаем, что власть в этом смысле мало имеет каких-нибудь конфеток и пряников для этого плачущего ребенка, а она пока там угрожает. Пока же никого там сильно не били, да, там не разгоняли дубинками. Но угрожаешь: мальчик, ты не ори сильно, я тебя тресну. Вот что пока делает, демонстрирует власть. Способ успокоить? Способ. Обращение к Путину. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Обращение к Путину как-то повлияет на ситуацию? Это повлияет на сложность для властей. Наверное, да. Для сложности для властей немножко повлияет. Но глубинный народ, он уже такой. Ну что ж, время подошло к концу. Благодарим нашего гостя Максима Курникова. Сегодня у микрофона была Елена Черкова, Руслан Валиев, Никита Полянин. За звуком. Пока. Радио «Эхо Москвы».